Бойцы минометной батареи мотострелкового полка «Башкортостан» своим точным огнем сдерживают натиск врага и поддерживают продвижение наших штурмовых групп. За успешную работу они неоднократно отмечались командованием. Из зоны СВО репортаж нашего военного корреспондента Азата Садриева. Башкортостан! Алга! Беглый огонь по противнику и минометный расчет, замаскировав свою позицию, скрывается в блиндаже. Из-за ограниченной дальности стрельбы батареи находятся ближе к линии боевого соприкосновения, чем другие подразделения. Но и точность попаданий выше даже по сложным целям в движении. Результат фиксируют операторы БПЛА. Опа! Это что такое? Один сот. Вот он есть, ё-мо. Туда же, что ли? Ни хрена себе. Четкое было попадание. Профессионализм растет, можно сказать, ежедневно. Боевая выучка растет. Наше подразделение, например, подбило 2 леопарда, причем один уникальный случай на ходу. Вот. Сейчас тоже каждый раз нас начальник артиллерии хвалит. Наше подразделение, расчет один из подразделения был представлен на лучший расчет округа. Вот. Ну, вот так. У ребят как, глаза горят, усталости где-то? Да нет, боевая работа, она есть боевая работа. Есть и отдых, и постоянная ротация, постоянная работа. Коллектив минометной батареи мотострелкового полка «Башкортостан» относительно молодой. Несмотря на это, каждый готов выполнять самые сложные задачи. Говорят, пошли на СВО не только по патриотическим соображениям. Не смогли оставаться дома, когда друзья и знакомые ушли добровольцами. У меня деды воевали, да и родственники. И так с своего личного соображения пошел служить. Опыт был до этого боевых? Нет, никак нет. Здесь все на слаживании, уже здесь непосредственно с бойцами, да? Да, здесь обучился всему, вот занимаюсь. А почему именно в минометку решил пойти? Ну, у меня друзья здесь, служивцы. Мы вместе служим, у нас 4 человека там. Вместе работаем. У кого-то за плечами полгода службы на СВО, у кого-то год и полтора. Независимо от этого, каждый считает своего однополчанина братом. Пусть не по крови, но если будет нужно, готовы прикрыть друг друга. Друг друга поддерживаем. Здесь сплоченность еще сильнее, потому что все-таки риска очень много. Больше риска, чем в других подразделениях. Что самое сложное в вашей работе? Самое сложное работать во время прилетов, и когда птички летают, это очень сложно. Выбираешь момент и работаешь. Но даже к такому привыкаешь, добавляет боец, особенно когда не волнуешься за своих родных дома, и благодарит за меры поддержки, которые оказывают семьям военнослужащих. Отдельный привет добровольцы попросили передать волонтерам, неравнодушным людям и предприятиям, которые принимают участие в формировании гуманитарной помощи. Хочу также передать привет большой жителям Республики Башкирия. Мы чувствуем их поддержку постоянно. Прямо, как говорит наш президент, я сейчас и русский, и башкир, и татарин, и чуваш, и мордвин. Это те, кто у нас служит национальности. Ну и победа будет за нами. Ждите нас победы. Азат Садриев, Вадим Исламов, Иван Шабрин. Новости. Луганская Народная Республика.